Согласно официальным данным, опубликованным Генеральной прокуратурой, у нас все-таки еще мало реальных сроков наказания по коррупционным делам. Как вы оцениваете эти данные? У нас действительно в 2015 году было возбуждено меньше уголовных дел по фактам коррупции по сравнению с ситуацией 2014 года. Но я бы несколько сместил акценты и обратил бы внимание не на число, а на то, что это за дела. И тогда замечаем, что это дела о малой коррупции. А вот крупные коррупционные дела можно пересчитать на пальцах рук. На мой взгляд, в этом и заключается большая проблема – в приоритетах расследования прокуратуры. Второе. Замечаю, что наметилась тенденция роста процента оправдательных приговоров. В 2015 году она составила где-то 10%. Эта цифра кажется такой большой на фоне среднего по системе показателя в 2,5–3%. Получается, что по коррупционным делам оправдывали в 3 раза чаще, чем по другим делам. Это тоже может говорить о качестве работы прокуроров и Национального центра по борьбе с коррупцией. Третье – это характер санкций, применяемых судьями. И здесь мы замечаем ужесточение наказаний, что связано с некоторым изменением отношения судей к коррупционным делам. Несколько лет тому назад появилась рекомендация Высшей судебной палаты, предусматривавшая более жесткие меры и дававшая в этом отношении четкие указания. Результаты проверки, осуществленной Центром юридических ресурсов, способов внедрения данной рекомендации позволяют мне утверждать, что в целом она исполняется. И, к примеру, судьи уже не применяют к случаям коррупции санкции как для правонарушений и так далее. В сообщениях прокуратуры нередко подчеркивается, что вот, к примеру, есть судьи и даже несколько прокуроров, попавшие в поле зрения правоохранителей. Означает ли это, что нам дают понять об определенных шагах на пути реального реформирования системы юстиции и очищения этой системы от нечистых на руку сотрудников? Ожидания общества выше тех цифр, которые мы находим в отчетах. 3 судей и 3 прокуроров в течение целого ряда лет, когда степень доверия к данным институтам очень низка, все это позволяет предполагать, что потенциально существует гораздо больше дел, которые еще просто не были расследованы. Но ведь это только начало. Если вспомнить, то до 2012 года 10 лет у нас не было дел, возбужденных по фактам коррупции в отношении судей. Ни одного. Сегодня они есть, поэтому можно говорить о том, что мы только в начале пути, который может испугать. Но, как правило, такие процессы в перспективе имеют эффект снежного кома. То, что мы также отмечаем, прокуроры не кажутся очень смелыми, когда сталкиваются с подобными делами. Вспомним случай, когда в СМИ распространялась информация о злоупотреблениях при распределении дел между судьями. Хотя прокурорам об этом сообщали, в течение нескольких месяцев не было никакой реакции на информацию, преданную огласке. В итоге выяснилось, что распространяемая информация не соответствует истине. Не судьи принимали в этом участие, а секретариат инстанции. Но если есть предположение об участии секретариата, почему же тогда не проверялась вовлеченность руководства инстанции в противоправные действия? Маловероятно, что сотрудники секретариата предпринимали что-либо в суде по собственной инициативе. Поэтому я и говорил о том, что мне хотелось бы видеть более смелых прокуроров. Когда на улицах мы опрашиваем граждан, нередко слышим, что кто-то из увлеченных в коррупции обязательно должен сесть в тюрьму. Действительно ли нам необходимо знать об этом, чтобы понять, что с коррупцией ведется реальная борьба? Каждый случай, рассматриваемый в суде, уникален. Идентичных нет. И очень важно то, чтобы наказания по этим делам отбивали желание у других чиновников нарушать закон. И эти наказания должны быть адекватными. Представьте, что человек, к примеру, совершил преступление и получил в распоряжении миллионы, а на него налагают штраф в размере десятка тысяч и оставляют на свободе при условии, что он не может находиться на госслужбе. Но у него же остались те миллионы. Я придерживаюсь того мнения, что на определенный период, пока степень доверия к госструктурам из-за коррупции остается очень низкой, у нас в практике должны применяться крайне жесткие меры.
Законодательство изменилось, и, например, если какой-то судья был пойман на взятке, к нему не могут применить другого наказания, кроме как срока лишения свободы. Такая же ситуация и с прокурорами. Решение о тюремном заключении в Молдове принимают судьи. И если вы обратили внимание, они могут принимать решения либо о наложении штрафа, либо о реальном сроке заключения, либо о лишении свободы с отсрочкой. Если обратить внимание на цифры, то мы увидим, что в большинстве случаев принимается решение о лишении свободы, но с отсрочкой исполнения приговора. И в этом случае эффективность такой меры тяжело анализировать. Судьи, очевидно, должны осознать, насколько важна борьба с коррупцией. Если они не будут выносить решение о наказании, какое положено, эффективной борьбы с коррупцией не будет. Ужесточение санкций, как мы говорили, отмечается, но оно робкое. Если школьный учитель, скажем, один раз взял взятку, не думаю, что рационально отправлять его за решетку на 2-3 года. Но если министр, пользуясь своим служебным положением, взял в аренду помещение, в котором расположилась какая-то партийная структура, и выплатил 500 000 из бюджетных средств, вот за такие вещи он должен сесть в тюрьму. К сожалению, у нас происходит наоборот. Когда один человек взял деньги, чтобы передать другому лицу, и попал в тюрьму, а министр, потративший более 500 000 леев на нужды какой-нибудь партии, годами сидит дома. Здесь положение вещей крайне интересно.